уважаемые телезрители! В прямом эфире вечерние новости. В студии Менджабону и Акбаради. В 2021 году все внимание мирового сообщества и зарубежных средств массовой информации было приковано к столице Таджикистана, городу Душанбе, который принял саммиты высокого уровня, где были проведены международные конференции, форумы, различные мероприятия мирового и республиканского значения. Знаменательной датой стал 20-летний юбилейный саммит глав государств-членов ШОС, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которых председательствовал Таджикистан. В 2021 году Таджикистан оказался в центре внимания всего мирового сообщества. Столица солнечного Таджикистана восхищает многочисленных гостей со всех уголков мира своей неповторимой красотой и великолепием. Высотные здания, в которых переплетаются восточный и европейский стили, удивительно красивые архитектурные сооружения, площади, парки, фонтаны и цветочные аллеи стали достойным украшением Душанбе, превратив его в один из самых красивейших городов мира. В Душанбе, где состоялись юбилейный саммит глав государств-членов ШОС, а также сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которых председательствовал Таджикистан, стал площадкой для обсуждения важных политических и экономических тем, актуальных вопросов и проблем. Так, для участия в работе заседания Совета глав государств-членов ШОС в месте проведения саммита высокого уровня в Кохи-Навруз собрались главы государств-членов организации, руководители стран-наблюдателей, почетные гости и высокопоставленные представители региональных и международных организаций, постоянно действующих структур Шанхайской организации сотрудничества. Душанбинский саммит ШОС вписал новую страницу в истории поступательного развития организации. Мероприятия прошли в атмосфере открытости и взаимопонимания. Одним из значимых результатов заседания ШОС стало принятие решения о расширении состава ШОС. Запущена процедура приема Ирана в членство организации. Статус партнера по диалогу предоставлен Египту, Катару и Саудовской Аравии. На полях председательства Республики Таджикистан в ОДКБ и ШОС состоялись встречи глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности по Афганистану. На саммите ОДКБ в Душанбе приняты серьезные и важные решения, в частности, о проведении серии широкомасштабных совместных военных учений сил ОДКБ в приграничной зоне республики. В 2021 году все внимание зарубежных средств массовой информации было приковано к столице Таджикистана, городу Душанбе, где были проведены международные саммиты, конференции, форумы, фестивали, различные мероприятия мирового и республиканского значений. Приятное впечатление, очень красивый город, современный, много красивых зданий. Что очень порадовало, что город очень чистый. Все хорошо. Ну, я не в первый раз в Душанбе прилетаю на разные мероприятия. Всегда организация на самом высоком уровне, должен сказать. Очень радушно встречают в Таджикистане нас. Прекрасно. Технически и морально-психологические условия, я считаю, на самом высоком уровне. В пресс-центре очень все хорошо, достаточно большой пресс-центр. Я бывал на многих саммитах, на самых разных международных, разных странах, но такого количества я не припомню, чтобы было столько рабочих мест, чтобы все места были так укомплектованы. Есть интернет, есть всевозможный доступ, например, все необходимое, то есть от банальной распечатки документов до выхода в интернет и отправки медиафайлов. Для нас, телевизионщиков, это очень важно. Наши репортажи выходили в эфире белорусского телевидения. В течение всего 2021 года город Душанбе стал одной из главных площадок СНГ для проведения различных культурных мероприятий. Ведь на основании решения Совета глав государств СНГ столица Республики Таджикистан, город Душанбе, объявлен культурной столицей Содружества 2021 года. За этот год в Душанбе проводятся различные мероприятия, встречи на разных уровнях, фестивали, форумы и выставки с целью создания благоприятного климата для объединения потенциала культуры и укрепления культурных отношений между государствами-участниками СНГ, создание основ экономического сотрудничества, а также пропаганды общечеловеческих ценностей, повышение просвещения и внимания мирового сообщества в проведении совместных культурных мероприятий на территории СНГ.
Радостная весть. Новое спортивное достижение в области таджикского женского бокса. Таджикская спортсменка Мижгона Самадова завоевала золотую медаль 18-го Кубка мира по боксу среди мужчин и женщин в возрасте от 19 до 40 лет, который проходил с 7 по 11 декабря в российском Нижневартовске. Член сборной Таджикистана по боксу Мижгона Самадова завоевала золотую медаль на международном чемпионате Кубок мира среди нефтедобывающих стран, который проходил с 7 по 11 декабря в Нижневартовске Российской Федерации. В соревнованиях, которые проводились в 13 весовых категориях среди мужчин и в 6 весовых категориях среди женщин, приняли участие 139 спортсменов, 105 мужчин и 34 женщины из 16 стран мира. Мижгона Самадова в весе 57 килограммов соревновалась среди женщин. В первом раунде 7 декабря выступила против Мишидмы Эрденеделай, Монголия. В четвертьфинале 8 декабря против Моники Серафин, Польша. В полуфинале 9 декабря одержала победу над Маликой Шахидовой, Россия. И в финале 11 декабря над Мунгасан Балсан, Монголия. В итоге Мижгона Самадова завоевала золотую медаль и получила денежную премию. К зарубежным новостям. Число подтвержденных жертв в результате взрыва газа в городе Равануса на итальянской Сицилии достигло 7, еще 2 продолжают искать. В Мексике в результате взрыва пиротехники погибли 2 человека и 15 получили ранения. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Это были главные новости к этому часу. Всего доброго.